الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Уважаемые братья, сегодня перед азаном, перед джумга азаном, хотели бы поговорить на такую важную тему, как события, как испытания, которые постигли наших братьев, наших близких в Республике Дагестан. Вы, наверное, смотрите, слышали в новостях, вот даже вот Владимир Владимирович Путин даже упомянул, да, вот в новостях писали об этом чрезвычайном событии, что были обильные дожди, да, и когда вот именно большой поток воды достиг критического уровня, начался паводки, наводнения, и, субханаллах, сначала Махачкалу, потом Хасавюртовский район, потом рядом с Дербентом, то есть очень много мест, они оказались под наводнением. И что удивительно, в этих событиях, да, видео же много распространяется в социальных сетях, что люди там годами жили, строили, накапливали, животных разводили, домашний скот, дома строили, да, машины покупали. И в одно мгновение, там пару часов, ничего этого не стало. И вот поэтому в этом для нас всех, для всех мусульман, очень большой урок, очень большое назидание, что все, что с нами происходит в этом мире, это все по предопределению Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Аллах Тааля в Коране говорит, что даже листочек с дерева не падает без знания Аллаха Субханаху ва Тааля. И вот поэтому все происходит по предопределению Всевышнего. И Аллах Субханаху ва Тааля иногда испытывает всех нас, чтобы мы проснулись, чтобы мы пришли в себя, чтобы мы вспомнили, потому что вот подобные форс-мажорные обстоятельства, подобные наводнения, они показывают нам, что судный день точно так же быстро начнется. Человек утром проснется, нужно сделать то, нужно поехать туда, нужно отдать деньги тому, купить это, и вдруг начинается судный день, дуновение в сур, да, это большой такой, то есть глаз будет, звук будет, да, и начнется судный день. И поэтому в этом для нас очень большое назидание, урок, чтобы мы приблизились ко Всевышнему Аллаху. И альхамдулилля, умма Татарстана, община мусульман в Татарстане, Казани, да, очень трепетно к этому отнеслись, сразу же начали осуществлять поддержку, помощь, да, организацию важных вещей для пострадавших от наводнения. И вот сегодня я специально пригласил директора благотворительного фонда «Ният», который одним из первых отреагировал на эту беду, да, и первым, можно сказать, из Казани, из Татарстана поехал туда, своими глазами все это видел, да, и вот хотел бы, чтобы наш брат Нияз Фанисович рассказал нам о том, что он там видел, с чем он столкнулся, и в чем нуждаются люди, и в целом, да, как мусульмане оказывают помощь пострадавшим от наводнений. Нияз Рахамитов. Ассаламу алейкум ва баракатуху. Мен өзім хазірат түгіл, бабайлар қиық сөз айтсам ашуламағыз, ғайбетмәгіз. Уважаемые братья, я, как хазрат представил, являюсь директором благотворительного фонда «Ният». Мы занимаемся поддержкой сирот, вдов, мусульман в тяжелой жизненной ситуации в том числе. Также помогаем мечетям, медресе. Вот, в прошлом году участвовали в строительстве Майдхана здесь, при мечети Алтан. И когда вот случилась беда в Дагестане, мы не смогли остаться в стороне, совместно с братьями решили объявить сбор. И я на прошлой неделе сам съездил в Дагестан, своими глазами увидел. У нас, потому что говорят, информации было очень много в соцсетях, в телевидении. Лучше один раз самому увидеть, чем 100 раз услышать. Получил много гибрата, насихат для себя, провел какие-то параллели между уммой Дагестана, между братьями, которые живут в Татарстане, на вот реакцию происходящую. Есть много в сети несоответствующей информации, где-то неактуальная информация. Вот, если коротко рассказать, то
На самом деле, многие вот ругают власти, там, да, кто-то разные конспирологические варианты придумывает. На самом деле власти на местах, МЧС, республики предупредили тех жителей, которые находятся в зоне подтопления. И за несколько дней они уже покинули все свои дома, забрали документы, вещи первой необходимости. И поэтому та информация, которая какие-то фонды или даже мне самому кто-то предлагает купить здесь, организовать сборы одежду, продукты питания, этого там ничего не надо, потому что продукты питания запаслись, одежду все сами люди с собой забрали. Потом есть информация о том, что нужны какие-то каши, консервы, воздушные трапы. Да, эта информация, она как бы по запросу МЧС нужна, но она нужна актуально только в первые сутки, первые часы, наверное, вот бедствия. Потом уже люди были предупреждены, были к этому готовы. Единственное, в нескольких местах прорвало дамбу, это то есть такая незапланированная ситуация. Несколько сел затоплены полностью, но их потребности на местах власти и МЧС закрыли уже там сами на местах. Вот. И когда я поехал, даже когда я ехал, сказали, что такая информация поступила, мы объявили сбор. За первые 2 дня собрали 2 миллиона рублей, заказали 2 фуры воды. Я сам полетел, когда я туда лечу, поступила информация, что, оказывается, вода уже не нужна. А по приезду узнаю, что вода не нужна, оказывается, только в Махачкале, а по всему Дагестану люди сидят без воды. Многие не понимают, что вот, ну как вода идет, там дождь, дожди заливают, а как воды нету. Вода, вот, представляете, льет дождь, везде вот вода там, по колено где-то на уровне 1-го этажа. Вот эта вся огромная вода, куча воды, она залила все родники, все колодцы, все источники воды, которым питались города и села. Если в самой Махачкале воды не было там, первые 3-4 дня, а в районах, селах до сих пор почти 2 недели прошло, до сих пор нет питьевой воды. И даже там, где вроде как бы из крана течет вода, вода забита, все источники забиты нечистотами. Там это не только там сама грязная вода, ил, там все канализационные сходы, и потом мертвечины много было. И в некоторых деревнях, районах зафиксированы кишечная инфекция, гепатит А, поэтому даже где-то нет технической воды, они все пользуются нашей привезенной водой. И чтобы вы понимали, когда мы вот кто-то спросил, почему мы воду отсюда увезли, это же, наверное, дорого входит. На самом деле, в самом Дагестане, когда вот нет совершенно воды, мы начали искать в соседних регионах. Соседние регионы даже были готовы принять у нас оплату, но вода была готова только там через 3-4 дня. У нас поэтому времени не было ждать, 3-4 дня, мы одну фуру отправили отсюда. И сейчас эта фура уже в течение там, 2-й недели, она ездит там из соседней Ингушетии, привозит воду из завода в Дагестан. Мы на связи с оперативным штабом, то есть эту машину отдали там, брат Рустем у нас там, да, тут братья предоставили по себестоимости машину, она сейчас, бисмилля, там написано на фуре там, от Республики Татарстан, братского народа Дагестана, в течение вот сейчас 2-ю неделю возит воду. Кроме воды, сейчас там ситуация такая, что вода постепенно уходит, ее откачивают, но в ближайшее время, пока не определено, что надо, в ближайшее время понадобятся, наверное, генераторы и тепловые пушки для того, чтобы высушить дома, чтобы не образовалась плесень. До восстановления надо высушить дома. И мы каждый день на связи с оперативным штабом, пока вот завозим только воду, а что надо будет для восстановления, потом мы совместно купим. Вообще, в целом, когда мы объявили сбор, там у нас вот в социальных сетях ролики посмотрели, там более 3 миллионов человек. Получалось так, что мы практически там каждый день собирался 1 миллион рублей, и сегодня в целом по Республике Татарстан фонды, это и мы, и ДумРТ, и вот каждая мечеть отдельно собрали уже более 10 миллионов рублей. Эта вот беда, она сплотила вот здесь нас, да, и представляете, она как сплотила там весь дагестанский народ. И там Дагестан сплотил как непростой народ, так и бизнес. Вот, что для меня было удивительно, это первое, то, что все бизнесмены, все простой народ, все стали волонтерами, все стали спасателями, все начали помогать друг другу, все сплотились, все объединились. Вот первое, что меня удивило, когда я приехал,
ко мне обратился волонтер, там, позвонил, мой телефон дали, я говорю, волонтер, говорит, можно я вас отвезу там, в то село, там, куда вам надо, в ту деревню. Я говорю, хорошо, говорю, я здесь стою, ко мне приезжает дорогая машина, там, джип, я в Авито посмотрел, стоит 7 миллионов рублей. Это оказался владелец там одной из гостиниц, у него самого 2 гостиницы, он как волонтер просто вот выехал, возит там спасателей, волонтеров, там вот меня в том числе, отвез в деревню. Он не просто еще меня отвез, когда мы приехали в ту деревню, он говорит там местным, кому, говорит, негде жить, говорит, у меня, говорит, 2 гостиницы есть, говорит, я специально, говорит, 50 мест вот, берегу, говорит, для нуждающихся, для пострадавших, говорит, дает адрес, приезжайте, пожалуйста. И вот в первой деревне никто не откликнулся, во второй тоже никто не откликнулся. То есть человек готов там бесплатно предоставить жилье, а там не едут. Тут в чем гайбрат, там сплотились не просто как бы люди, а сплотились родственники. Когда вот из зон потопления многие все переехали к своим родственникам. Вот у нас, к сожалению, я сам раньше работал в администрации, исполком района, во время пожаров, представляете, случился пожар где-то в квартире, пожарной тушкой заливает там весь подъезд, иногда весь дом заливает. И в тот же день все жители выселяются, и администрация района их выселяет в какое-то там, служебное жилье, в гостиницу. И там, не дай бог, не случилось оперативно, получилось переселить. Там весь подъезд, все жители выходят, ругаются, вы нам должны, вы нам обязаны. Тут дагестанцы, они никого не просят, там никто им как бы понимает, что никто не обязан. Они друг друга выручают. Вот эти родственные связи, как у нас, у них не оборваны. Все друг друга заселили, даже вот бесплатные гостиницы, они сейчас пустуют, можно сказать. Первое. И второе, вот, я сказал, там брат один, вот меня в первый день возил один брат, второй день к волонтерам подъехал прям такая целая куча джипов, там крузаки, леопарды, там каких-то машин не было. Я удивился, это оказались, в последний год уже Дагестан стал такой туристическим центром, и популярны стали джипинги, то есть на джипах, на крузаках туристов возили по горным районам, там, по каньонам, по красивым местам недоступным. И сейчас вся туриндустрия, которая возила туристов, все свои джипы предоставили спасателям, волонтерам, и они ездят вот как раз там, где нельзя проехать там, на служебной машине, на обычной машине, вот ездят там, сейчас всех возят на этих джипах. И так все там, кто строительной техникой занимался, тот предоставляет строительную технику. Кто чем занимается, кто там кафе организует, они предоставляли там еду там, в отдаленные районы. Эта беда вот объединила всех. И следующее, что меня вот удивило, когда мы заезжали какие-то в села, вот с фурой водой заехали, и гуманитарной помощью там занимается имам и джамааты. То есть я раньше как-то слышал, что вот в Дагестане там джамаат делает вот это, джамаат делает там, строит где-то школу, строит там, ремонтирует больницы. Я не совсем это понимал. У нас же, не знаю, к сожалению, к счастью, полномочия имама вот ограничиваются вот стенами только мечети там, да, а у них имам стоит там на центральной площади поселка, возле администрации, у него есть список нуждающихся, список пострадавших, один список, да, второй список у него список бизнесменов, список у кого что есть, и он состыковывает этих бедных, так скажем, с богатыми, нуждающихся и с тем, у кого есть возможность. И распределением гуманитарной помощи, воды там вот, во всех местах, где мы были, занимаются имамы. И заместители имама, местные джамааты. Это о чем опять говорит? О том, что там такая сильная умма и авторитет имамов, авторитет служителей мечети. У нас, да, до революции тоже так же было. Наверное, я считаю, наверное, это правда, да, правильно это, когда, условно, сейчас Салимжан Хазрат, если там скажет объявить сбор, что мы должны собраться, там скажет, давайте скинемся, соберем деньги, должны, наверное, собраться и помочь нашему братскому народу. Вот. А следующее... Время остается. У нас вот в 2026 году год объявлен же единством народов в России, да? Об этом много говорят, а вот как раз, наверное, вот эта ситуация, когда случилась беда, это как раз возможность об этом не просто сказать словами, а своими делами, своим вот гамаль блин, да, показать наше единство. Тем более Дагестан, многонациональный народ, это 95% там живут мусульмане. Вот, надо вот в год единства народа, наверное, показать нашу помощь. И что интересно, мы вот в одно село, когда заехали, Карабутхент называется, в Дагестане проживает более 25 национальностей, там, да, и есть некоторые из них тюркские. Например, мы заехали в Кумыкскую деревню одну, и я слышал разговор, как
как раз к имаму там простой человек подходит и выражает благодарность. Говорит, имам, говорит, передай, говорит, спасибо, говорит, мы, говорит, всей семьей будем дуа делать. Я ему говорю, я уж перебил потом, я говорю, я под Ташкентом говорю, мне говорит, сіздің аллым, говорю, все понятно, говорю, рахмат, говорю, мы стараемся, говорю, еще приедем. То есть люди искренне вот выражают благодарность и делают за нас, за всех дуа. Дорогие братья, я вот призываю вас каждого не оставаться в стороне. Если объявляют такие уж сборы, можно через наш фонд ният, можно через приход мечети Алтан участвовать и помогать нашим братьям. Всем джазакуллаху хайран. Аллах разы болсын. Аллах разы болсын. Нияз қардашыбыз. В завершении хочу сказать, да, вот Нияз очень хорошие слова сказал, то, что там говорит, да, вот реально такую опору в таких трудных моментах представляют имамы мечетей, джамагат, община, приход мечети, да, и вот они как раз таки вот на местах помогают распределять и собирать всю эту благотворительную помощь. Поэтому я тоже вот хотел обратиться к вам, что чем мы хуже? Чем мы с вами хуже? Мечеть Алтан, машаллах, здоровенная, большая мечеть в городе Казани, да, известная мечеть. Тут на намазы сколько людей собирается, машаллах, зал полный, да. И давайте мы тоже не останемся в стороне. Вот у нас на выходе из зала, да, поставлен ящик специально, и написано на нем помощь для жителей Дагестана от наводнений, да. Вот за неделю мы набрали 150 тысяч рублей. Это много или мало, как вы считаете? Вот благотворительный фонд «Нет», масалян, да, он там, я только что вот посмотрел, у них на сайте, да, 7600 набрали, 7 миллионов 600 тысяч рублей, да. И вот поэтому это говорит о том, что нам тоже немножко нужно поднажать. Нам тоже нужно как раз-таки сделать участие в этом благом деле. И дай Аллах, чтобы мы набрали не только еще 150, да, но и 500, и миллион, и даже больше. И вот один момент, да, аят Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, Аллах Тааля говорит всем нам, Аллах Тааля сказал, кто одолжит Аллаху прекрасный заем, тому Аллах Тааля вернет многократно. Вот это вот главное правило всей нашей жизни, всех мусульман. Чем больше ты тратишь на пути Аллаха, тем больше Аллах Тааля тебе возвращает. Вы не думайте, то, что там рубль, 2 рубля, 1000 рублей, 5000 рублей, то, что я потратил, это мой расход в семейном бюджете. Это не расход, это твой самый главный доход. Доход в этом мире и самое главное, еще больше доход в ахирате. Вы знаете, вот Аллах Субхану ва Тааля искреннего мусульманина не оставит без ответа. Аллах Тааля даст баракат в твоей семье, Аллах Тааля даст баракат в твоих деньгах, в твоих доходах. Аллах Субхану ва Тааля это не оставит без какого-либо ответа. Вот последнее, что скажу, у арабов есть очень такая хорошая поговорка. Они говорят, «Кама тадину тудан». Как ты даешь в долг людям, так и они тебе будут давать деньги в долг. И вот это очень хорошая поговорка. Вот сегодня, по предопределению Всевышнего Аллаха, жители Дагестана оказались в такой беде. Не дай Аллах, что завтра случится. А перед судным днем таких катаклизмов, как сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, будет много. И вот поэтому сегодня они оказались в трудной помощи, им все помогают. И не дай Аллах, если завтра кто-то из нас столкнется с какой-либо бедой, инша Аллах, Аллах Субхану ва Тааля не оставит нас всех без своей заботы, без своей помощи. Поэтому пусть Аллах Субхану ва Тааля сохранит всех нас от бед. Пусть Аллах Субхану ва Тааля поможет нашим братьям в Дагестане перейти через эти трудности, через эти проблемы. И чтобы Аллах Субхану ва Тааля был доволен всеми нами в этом мире и в ахирате. Джазакум Аллаху хайран, субханак Аллахума бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.